Историк Венспилсского музея Артур Тукиш возвратился из поездки в Германию, где он принимал участие в одном интересном слете. В этом году с 12 по 14 октября в Германии в небольшом городке Вайсвассер проходил 22-й слет музеев узкоколейных железных дорог. Там собрались представители большинства европейских музеев, которые считают себя музеей узкоколейных дорог. Это 600-миллиметровые, как у нас в Венспилсе, и 750-миллиметровые, как в Гулбене. Подобные встречи организуются, чтобы представители музеев смогли обменяться опытом, рассказать, что нового построено или восстановлено. Своя презентация была и у Венспилсского паровозика. Каждый год проходят выборы. Какой музей получит право организовать этот слет? Я презентовал наш музей, и в результате большинство проголосовали за Венспилсский музей. Им понравилась наша инфраструктура. Концепция музея – это 20-30-е годы прошлого столетия, золотое время узкоколейной железной дороги в Латвии. Их заинтересовал подвижной состав, локомотив, вагоны. Все это показалось им увлекательным. Одной из причин, по которой музейные работники голосовали за Венспилс, стало географическое положение города. Для многих европейцев Восточная Европа продолжает оставаться своего рода экзотикой, где хотелось бы побывать. Немаловажно и то, чем владеет музей. Из 6 паровых локомотивов, находящихся в Латвии, 2 в распоряжении Венспилсского музея, причем оба на ходу. Особое восхищение у них вызвали наши локомотивы. Я продемонстрировал, как МЛ-611 выглядел до реставрации и как после. Они порадовались, что мы сохранили локомотив и не только сделали косметический ремонт, чтобы он хорошо выглядел, но и чтобы он был действующий локомотив. Слет в Венспилсе пройдет в 2014 году. Каждому городу, принимающему подобное мероприятие, дается на подготовку 2 года. В этом году число участников слета превысило 200 человек, а сколько прибудет в Венспилс, пока трудно прогнозировать. В этом году прибыла делегация из Румынии. Целый автобус. Конечно, были немцы, это и понятно. Мероприятие проходило там. А тем, кто живет дальше, приходится считаться с расходами, требующимися для посещения такого мероприятия. От города и музея потребуется проделать большую организаторскую работу, и причем по возможности быстро. Надо подготовить программу в течение следующего года и через год сделать ее презентацию для участников, чтобы они знали, что их ждет в 2014 году в Венспилсе. Традиционно основная программа мероприятия планируется на 3 дня, но в основном делегации приезжают на неделю, чтобы было время все осмотреть. Надо спланировать экскурсии, рефераты, которые будут читать, презентации музея подготовить. Необходимо решить все вопросы, связанные с ночлегом, питанием и транспортом. Коллеги Артура из Германии были немало удивлены тем фактом, что в Венспилс невозможно добраться по железной дороге. У них в стране поезда курсируют даже к самым маленьким городкам. Но неважно каким транспортом, в октябре 2014 года гости, представляющие Европейский музей узкоколейных железных дорог, прибудут в Венспилс на очередной 24-й слет. Юлия Костенко, Солвите Деманте, Марик Сумленный, Курзамское телевидение.